За 48 лет проживания в поселке Светлый 90-летняя Надежда Колганова в первый раз столкнулась с проблемой отсутствия воды. Пожилая немощная женщина испытала большие неудобства в сложившейся ситуации. Но тем не менее питьевую и техническую воду во время отсутствия ей подвозили ежедневно. А тепло не останавливалось? Нет, ребята не давали. Они только на 5 минут вот эту трубу, когда там чистят, они батареи вот эти на 5 минут сольют и обратно, чтобы грязь это выходила. Несмотря на отсутствие воды, во всех домах в минус 50 оставалось тепло. Персонал теплоэнергосервис работал круглосуточно, без перерыва на сон. В 6 часов 48 минут поступило сообщение о том, что прекратилась подача технической воды для приготовления холодного и горячего водоснабжения для нужд потребителей поселка. В кратчайшие сроки, буквально в 20 минут, аварийная бригада выехала на место поиска аварии, выявила причину и приступила к ее ликвидации. Причина составила в том, что перемерз подающий водовод на участке в 330 метров. Аварийные бригады были подняты оперативно. Теплоэнергетики отогревали водопровод метр за метром. А для жителей поселка оперативно организовали как и поставку технической воды для бытовых нужд, так и бутилированной воды для питья. В период отсутствия холодного водоснабжения администрация Мирнинского района, также с участием предпринимательского сообщества, был организован подвоз чистой питьевой бутилированной воды. Ну и кроме этого, жителям поселка Светлый развозилась техническая вода для хозяйственно-бытовых нужд. За период работы бригады всего по поселку были проведены более 2 километров нового водопровода. Но по расследованию причин аварии была создана специальная комиссия, которая в свою очередь выдаст заключение о настоящих причинах и следствиях этой аварии. Также стоит отметить, что жителям произведут перерасчет за период с 17 по 31 января. Дни же за февраль будут перерасчитаны позже с учетом поступления документов об окончательном подключении. Анна Васильева, Якутия. День за днем.